Гори, гори, моя звезда, звезда любви. Да разыграл я вас, разыграл! Гоголь сам неплохо справится. Но и некоторых ваших коллег сегодня ждут небольшие розыгрыши. С 1 апреля, друзья! С Днем смеха! В первую очередь вернемся на пару дней назад, в день рождения Оксаны Слободян, когда ее пришли поздравить лучшие друзья. О! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ой! Вы как сюда попали? Спасибо! Так классно! Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Кайфуем! А я думала, кто орет? Я реально не поняла, что за голоса. Откуда голос, Анжелика? А сейчас обращение к коллективу театра директора Александра Лобанова. Так, друзья мои, ну, в общем, что хочу сказать. Во-первых, поздравляю вас всех, конечно, с праздником, с Днем театра. К сожалению, мы празднуем его не 27 марта, как обычно, а вот 1 апреля. Ну, это не от нас все зависит, вы сами все понимаете, обстоятельства, туда-сюда. И вот это обращение я, конечно, должен это все сказать на собрании, вот так собрать всех людей, но вы сами понимаете, сейчас оврал, куча работы, восстанавливаем спектакли, поэтому вот решил записать это видеообращение и таким образом обратиться к вам. Итак, первое это, конечно, зарплата, самая насущная проблема для всех, и я обещаю, что зарплата отныне будет 100 тысяч рублей, минимальная зарплата будет 100 тысяч рублей. Это не считая, конечно, стимулирующих, там 2-3 тысячи, у кого как, там все это, все кто сколько поработал, но 100 тысяч рублей я вам обещаю. Отдельно хотелось бы затронуть, конечно, вопрос вводов. Все понимаю, это, конечно, плохо, когда вот так вот, раз, два, три репетиции, там и все, и побежал на сцену играть, конечно, это, от этого страдает и спектакль, и все. И отныне вводы будут делаться вот как бабочки у нас делались, вот 2-3 месяца. Ну, сколько надо, вот столько и будем репетировать. 2 месяца надо, репетируем 2 месяца. Вот, все отныне вводы будут делаться так. Ребятки мои, напоминаю вам, что с 1 июня вступает в силу новый закон о курении. Все это прекрасно знаете. И хочу напомнить, что с 1 июня никого в курилке я не видел. С 1 июня курим только в своих гримерках. Всем все ясно, да? Следующий вопрос, который хотелось бы затронуть, это фестивали. Будем ездить с вами туда-сюда, конечно, и вот в Китай скоро поедем, и в Бразилию. Я сейчас веду переговоры с бразильянцами, вот там, туда вот у них съездить, выступить, может быть, как-то вот на следующую зиму, как раз когда здесь у нас холодно, а там у них будет все нормально, вот туда вот съездим, и на фестивалях вы у меня будете светить, как новая чешская люстра, ну, это я вам обещаю. И в завершении хотелось бы сказать, что скоро у нас в театре появится новый главный режиссер. Наконец-то это свершится. Я сейчас вот только что созванивался с этим человеком. Это имя очень хорошо известно всем. Оно настолько известно, что его не стоит называть так вслух. Но скоро вы все сами все увидите и поймете. С праздником, друзья мои, с Международным днем театра. А теперь мы раскроем вам тайну будущего режиссера русского театра. Внимание! Вы знаете, это предложение поступило очень неожиданно, но я на него сразу согласился. Давно мечтал побывать в Якутске.
Мало того, скажу честно, это забавно, но идею фильма «Аватар» я взял из якутского эпоса «Аланхо». Никто не догадался, и только министр культуры Якутии сразу просек фишку. Я вам даже больше скажу. Впереди съемки фильма «Аватар 2», и вот здесь труппа русского театра вся и пригодится. Да чего уж там. Не собираюсь я там работать. Сразу соберу всю труппу этих ведущих актеров и на съемки в Северную Америку, в Южную Америку, по всему миру. Основную ставку я сделал на отличника культуры, актера Илью Данилевского, и вот тут-то возникла маленькая проблема. Я не пойду, потому что милее мне республика алмазная, да край наш северный. Ведь только здесь я чувствую себя человеком. Строганинку-то где еще поем? На Бродвее, что ли? А Лена наша матушка. А снега эти 9-месячные. Так что нет, спасибо. Вот лучше ехать. Ну что? Ну что ж, поживем увидим. Главное, что купши с Тверителем согласны. Так что скоро увижусь со всем русским театром. Ну а пока с праздником, мои будущие коллеги, с Днем театра. Засим я с вами не совсем, но прощаюсь. И долго буду тем любезен я, и этим. Обращайтесь. А теперь серьезно.